Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и вашего любимого человека, либо того, кто вам нравится. А тема будет такой. Увидитесь ли вы снова? Будут ли встречи, будут ли свидания, либо будет ли продолжение ваших отношений? Загадайте, пожалуйста, на мужчину и на себя и спросите все, что вас интересует. Я думаю, все уже настроились, убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Тут что-то происходит. Что-то здесь неладное. Очень много вас всего разделяет. А в частности, очень много дорог. Вот как-то вышло. Дорог, преград, барьеров. Есть люди, которые против того, чтобы, я не знаю, вы были вместе, либо люди, которые создают проблемы на пути вот воссоединения, либо соединения вас. Здесь у мужчины очень много каких-то, не знаю, то ли дел, забот, ответственности. У кого-то карьера прет, у кого-то, как новая жизнь начинается. Либо мужчина сейчас активно вот чем-то занят, видите, он прям руками машет, да, куда-то вот прям скачет, пашет, я не знаю, чем-то очень активно занимается. И поэтому, да, не так-то все просто. Знаете, вот у одних отыграется, что мужчина пытается действительно пробиться, чего-то добиться, а у других, что мужчина пытается выбраться из какой-то сложной ситуации, как говорится, любой ценой, да. Ему важно вот закончить какие-то дела, либо что-то отстоять, себя отстоять, да, свое честное имя. И мужчина, вот знаете, как он думает? Он думает, я не имею никакого ни морального, ни этического права на вот эту прекрасную девушку навешивать свои проблемы. И тут, знаете, он даже может быть, действительно, если по совести разбираться, так не должно быть. Да? Мужчина, он защитник, он, не знаю, добытчик, да. Вот. И это не значит, что он должен вас, например, прийти и снабжать своими проблемами, либо на вашу головушку навешать все свои вот проблемы. А проблем у мужчины действительно много, очень много. Вот. Вы честно не понимаете, что происходит, и вам кажется, что он там либо не хочет, либо как-то не заинтересован. Вы ошибаетесь. Мужчина очень заинтересован. Вот это тот редкий случай, когда мужчина, он порядочный. Вот я не знаю, что у него там за прошлое, что у него за проблемы. Может быть, он там оступался, ошибался, и там львиная часть этих проблем – это его безрассудство. Но вот в моменте здесь и сейчас мне его показали бравым рыцарем, который пытается бороться вот как один против всех целого мира. И он не желает, чтобы его любимая женщина, да, девушка, она, скажем так, познала вот эту горечь проблем, каких-то разочарований, несправедливости. Вот вы с ним общаетесь, он очень дозирует информацию. Вот что вы знаете с его уст, поверьте, это всего лишь 10, максимум 15% от того, что происходит на самом деле. Он вам не врет, он просто вам не договаривает, понимаете? И есть люди, которые не договаривают с какими-то лукавыми целями, преследуют лукавые цели. В вашем случае мужчина не договаривает, потому что он вас оберегает. Ваше спокойствие, ваше равновесие, чтобы вы не переживали, не паниковали. Вот для него это важно. Мужчину, кстати, очень хорошо показали. Очень хорошо. Значит, мои хорошие, увидитесь ли вы снова? Да, вы с ним снова увидитесь. Но это произойдет гораздо позже, чем вы думаете и надеетесь.
Сложный путь у мужчины, сложный. Ему придется, вот, я не знаю, бороться с какими-то драконами, сражаться с какими-то монстрами и чудовищами. Пока он всех не победит, он к вам не придет. Не придет, потому что ценит вас, любит. И вы для него, понимаете, как нечто ценное, драгоценное. Ну вот если аллегорию, да, либо сравнение, это желание вас защитить, желание вас не огорчить, но порадовать. Пока вас радовать нечем. Вот. Ну, если он все расскажет про себя, вы просто, ну, не знаю, на глазах посидеете и в ужас впадете, в панику, в истерику. Он этого не хочет. Ну, вот прям тяжелая какая-то ситуация, положение. Смотрите. Не думайте плохо про этого человека и не отказывайтесь от этого человека. Но вот даже вот с разряда, там, либо с точки зрения дружбы, давайте ему шанс, давайте ему возможность. Ну, по крайней мере, говорите, что ну, я тебя жду, я там надеюсь и прочее, прочее. Не форсируйте события. Вы ему помочь ничем не сможете. Да он и не станет принимать от вас помощь только лишь по той причине, что вы женщина любимая, а он все-таки мужик, и он должен сам все порешать. Вот. Хорошо ли это плохо? Ну, на мой взгляд, и вот как мне песок показал, это хорошо. Это действительно хорошо. Это говорит о том, что мужчина порядочный, честный и ответственный. И если он поступает сейчас так, то в будущем, поверьте, с этим мужчиной вы не будете знать проблем. Вот очень много всего с его стороны, очень много. Здесь вот прям на него навалилось. Вот такое впечатление, что да, вот он пытается как будто бы сейчас убежать от какой-то волны огромной цунами, да. А она прям настигает его. И он, бедненький, тут, конечно, 24/7 пытается все это порешать, разрулить. Что-то получается, что-то тормозится, да, но тем не менее, не думайте, что он сидит и ничего не делает. Делает. Если, девочки, ваш мужчина, например, там, в браке, и он говорит, что там, я развожусь, поверьте, он разводится. Да, он вам не говорит, с чем он столкнулся, ну, а я вижу, что столкнулся, конкретно столкнулся, жалеет вас и не желает вас беспокоить. Если он вам пообещал, вот поверьте, вот все, что он вам пообещал, он выполнит. Просто на это уйдет гораздо больше времени, чем он вам пообещал. Для тех, кто просто, вы знаете, как встречался, общался, мужчина говорит, ну я сейчас там съезжу по делам, либо там куда там съезжу, да, я вернусь. Он вернется, девочки, он выполнит свое обещание. Но, еще раз говорю, по срокам вот это будет сдвигаться. Вот знаете, как он думает, да, я вот поехал, я сейчас порешаю, соберу свои вещички и к ней. Но ему выпадают сложности, ему выпадают еще какие-то дополнительные дороги, где он должен вот побывать, сходить, поездить, добиться, оправдаться, не знаю, посудиться, пободаться, подраться, посражаться. Как-то так идет. Так что мужчинка, все, что пообещал, он сделает. Вы обязательно увидитесь в будущем. Поэтому не переживайте и ничего не думайте. Время будет тянуться медленно, я это вижу. Я вижу, что вы даже будете, ну, прям иногда, прям подступать будет, да, к горлу ком, и вы будете думать, да нет, он про меня забыл, не нужна и прочее. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь и поверьте, он думает о вас постоянно. Вы для него стимул. Вы его как-то прям замотивировали. Вот я вам такую вещь скажу. Если бы не вы, да он бы просто руки сложил, и вот эти вот жернова, да, вот эта мясорубка его бы прокрутила. Неизвестно бы, что с ним было. А сейчас у него есть стимул. Вот она, моя звездочка, к ней я тянусь, до нее я должен, там, не знаю, долететь, доскакать, доплыть, доползти. И я буду это делать. У меня есть причина. Я должен быть сильным, я должен справиться со всем тем, что на меня сейчас обрушилось, выпало на мою долю. Так что, мои хорошие, наберитесь терпения, наберитесь, вот правда. Займитесь собой, займитесь своей жизнью. Может быть, у вас какие-то есть увлечения, интересы. Может быть, вы хотели чему-то учиться, там, сменить профессию. Занимайтесь этим. Дайте мужчине по-мужски разобраться со своим бэкграундом. Он это сделает, поверьте, ради вас он это сделает. И
Вот и еще, да, очень важная вещь. Когда он это все сделает, он станет лучше, он станет сильнее, может быть, даже спокойней, рассудительней. Вот уйдут какие-то спорные моменты в нем, в его характере и даже в его поведении. Может быть, кстати, мужчина, какие-то вредные привычки у него есть, да? Вот он не только с проблемами поборется, но и с этими вредными привычками. Поэтому вам даже и выгодно, да, что ваша встреча, она как оттягивается. Он себя проработает и взад, и вперед. И станет намного лучше. Вот серьезно вам говорю, не переживайте, встреча будет. Обязательно будет эта встреча. Только попозже, чем вот планируется, либо ожидается. Насколько попозже? Ну, девочки, тут такой разброс времени. У кого-то на 2 недели позже, а у кого-то позже, может быть, даже и на 4 месяца. Это не значит, что вы сейчас должны там в панику впадать. Будет, все будет. Все будет. И все будет замечательно. Не переживайте. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.